В этой войне погибли такие сыны, идя под танки. Такие сыны совершают такие подвиги, которые даже сейчас моему разуму не подвластны. Планы были такие, что разделаться Чечней и дали в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. Подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. Если это не остановит мировое сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народоубийства уже не остановить. Но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. В отношении чеченцев считают, можно все. Любую ложь, любое насилие, любую провокацию, любую агрессию, что чеченцев можно просто убивать и уничтожать. И морально, и психологически, и физически. Вот так подготовлено мировое сообщество. И мировое сообщество, к великому сожалению, поддается на эту пропаганду, на такую постановку. Ни ООН, ни другие общественно-политические организации, ни Комитет защиты прав человека, никто не говорит ни одного звука в поддержку или хотя бы, значит, сочувственно. И это развязывает России руки. Значит, нехватки пищи в самой природе не заложено. Нехватка духа, вот это вот дефицит. Кажется, что свобода вещь слишком дорогая, чтобы попытаться ее достичь дешевой ценой. Лучше умереть, чем быть свободным. Эта война сейчас будет перерастать. Масштабы ее будут расширяться. Значит, наверное, до тех пор, пока Россия как государство перестанет существовать.